Вы смотрите новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И в начале выпуска вкратце о главных темах. Внезапные потоки. И снега много выпало за зиму, да? А такого не было. В селе Столбище из-за паводка начало топить дома и машины. Почему инфраструктура оказалась к такому не готова, узнавал Рамиль Шайдуллин. Повышение производительности труда и улучшение показателей. Много удобнее, когда человек работает с компьютером и сразу видит все изменения. Как предприятия республики становятся цифровыми, увидел Рамиль Галиулян. Вопросов много, но есть ли ответы? Мы какие-то совместные решения прорабатываем. Чем закончилась встреча главы района с жителями поселка Вишневка и Привольный? Подробности у Натальи Мезиной. Песни татарской кулинарии когда-то назвал Роберт Миннулин Юнуса Ахмедзянова. Черпали в любом случае технику, традициям, которые он брал оттуда, прямо из корней этих всех. Башню Сюэмбике из Чак-Чака, Зеланты из Чак-Чака и даже торт из Чак-Чака увидела Алия Хайрудинова. И начнем выпуск с главной новости для хоккейных болельщиков. В битве за Кубок Гагарина казанцы одержали верх над «Авангардом». Счет в серии получился ничейный. 2-2. Продолжаем болеть. И пока к другим новостям. В Татарстане обострилась ситуация с весенним паводком. Так, на Куйбышевском водохранилище за прошедшие сутки уровень воды повысился до 65 сантиметров на некоторых участках. Сегодня утром вышла из берегов и подобралась к жилым домам река Киндерка в поселке Аки Советского района Казани. На месте дежурила спецтехника МЧС. Люди от эвакуации отказались. А эти кадры облетели все соцсети. В реке Сула Высокогорского района резко поднялся уровень воды. Пожалуй, самой сложной была ситуация утром в Столбищах Лаишевского района. Там в воде оказались и дома, и автомобили. Причина всему — паводок, к которому инфраструктура комплекса оказалась не готова. Хотя никогда раньше талые воды не наносили такого ущерба. Что пошло не так, масштаб оценил Рамиль Шайдуллин. Вот так выглядит въезд в коттеджный поселок Озерная долина. Там, где еще вчера ходили люди, сегодня не в состоянии проехать ни одна машина. Въезд в поселок затоплен. Талые воды, как бурная река, врываются в дома. Столько воды нынче, и снега много выпало за зиму, да? А такого не было. 17 лет живу тут. Это началось вчера вечером, и это происходит ежегодно весной. Просто в этом году очень много снега, соответственно, и намного все это глобальнее. Вот из-за такого нескончаемого потока Столбище сегодня в шутку уже успели окрестить Венецией, но самим местным жителям, конечно, не до шуток. Все потому, что на улицу не выйти, потому что здесь небезопасно. Из-за нескончаемого потока страдают еще и фундаменты их домов, просто потому, что они на такое не рассчитаны. Такую картину жители Столбища застали рано утром, когда по привычке выходили из домов на работу. Сегодня сделать это получилось не у всех. Когда мы выбирали дом, для нас застройщики рисовали такую шикарную картину, название такое красивое — «Озерная долина». Но «Озерная долина» получилась, конечно, совершенно немножко другая. В свой новый дом Фатима Сахибгараева заехала 4 года назад. Прошлой осенью во овраге, на мой взгляд, да, это мое личное мнение, там засыпали участок, чтобы сделать небольшой съезд, как дорожку. Да, они постарались, сделали проем, там трубу, но, естественно, раньше, если было большое расстояние в этом овраге, да, а теперь узенькая труба, конечно же, она не будет справляться с таким потоком воды. Здесь должны быть мосты полноценные, которые должны быть построены, и вода должна уходить. Теперь в другое русло поток поворачивают уже вручную. На месте спасатели и сотрудники поселения разбили оперативный штаб. Работают 4 единицы техники экскаваторов на разных участках. Значит, вскрыта у нас дамба, старая дамба, которая препятствовала, значит, движению воды, то есть не справлялись трубы. Ведется круглосуточный мониторинг оперативной обстановки. Проблемных вопросов нет, сил и средств достаточно. Ситуацию держим под контролем. Предстоит устранить заторы, одновременно защитив от воды ближайшие дома, потому что некоторые жители до сих пор не могут в них попасть. Рамиль Шайдуллин, Адель Мендубаев, ТНВ, Лаишевский район.
И вот мы возвращаемся к деревне Тимофеевка Высокогорского района. Здесь из берегов вышла река Сула. Под водой оказался единственный мост, по которому могли проехать автомобили. Юлия Гоголева побывала на месте. В последние годы вода в Суле так быстро не поднималась, говорят старожилы. За считанные часы затопило временный автомобильный мост. Под этим мостом лежат 5 труб, 1,5-метровые. Вот они не справляются. Сейчас вода пошла со всех полей. Раньше недалеко от затопленного моста был другой, капитальный. Прошлой осенью его снесли, чтобы построить более современный. Не успели. Теще 89 лет. Хотели привезти воды, а вот проехать уже нельзя. В Тимофеевке 400 жителей. По трубам у них течет техническая вода. За питьевой ездили по затопленной дороге. Сегодня живительную влагу для них подвезли к пешеходному мосту. На месте ЧП дежурит пожарная машина. Утром в магазин завезли дополнительный запас продуктов. Помогают жителям Тимофеевки сегодня и волонтеры. Сюда приехало 11 студентов казанских вузов. Все они активисты, молодежки ОНФ. На призыв о помощи откликнулись, как только узнали о беде. Все, мы сразу же буквально в течение часа собрались с командой и приехали сюда помогать, оказывать первую помощь, которая будет необходима. Завтра в Татарстане снова дождь, в воскресенье резкое потепление, так что уровень воды в Суле еще будет подниматься. Юлия Гоголева, Александр Лобанов, ТНВ, Высокогорский район. Не отрываясь от реальности, в Татарстане цифровые технологии продолжают активно внедряться на крупных промышленных предприятиях. Так, Казанский вертолетный завод начал реализацию проекта «Умный цех». Технология позволяет оперативно управлять процессами сборки винтокрылых. На предприятии сегодня побывали депутаты Госдумы и Госсовета. Здесь прошло выездное заседание Комитета по экономике. Система сама проверяет правильность составления. Будущее на предприятии КВЗ уже наступило. Легко ориентироваться на огромных складах завода, а также оформлять документы и заявки на комплектующие всего за сутки. Раньше на это уходила неделя. Все это результат цифровой трансформации. Сканирую бирку, маркированную товара, которую нужно отобрать. После этого всю эту информацию сканируем на штрих-код «Зона отгрузка». После этого отбор готов к отгрузке, к выдаче в цех. Вся информация высвечивается у старшего кладовщика на табло. КВЗ – один из лидеров промышленной цифровизации в республике. Здесь внедрен целый ряд сервисов. Опыт вертолетного завода сегодня изучают депутаты. Это святая святых Казанского вертолетного завода. Сейчас мы находимся в монтажно-сборочном цехе. И здесь вертолеты приобретают свой окончательный вид. И важную роль в этом играет цифровизация. Здесь собирают новейших винтокрылых «Ансат», Ми-38 и Ми-817. Оперативно управлять процессом помогает проект «Умный цех». Он позволяет имитировать ход производства, рассчитывать пропускную способность и определять потребность в персонале. Начальник цеха, начальник производства, директор, они видят перечень проблем, они видят фактическое состояние объема выполненных работ и, естественно, прогноз. Самое главное, то есть видеть плановую дату срока по производству, по контракту и ту дату, которую, собственно, рассчитала система, проанализировала. Драйвером цифровизации на предприятии стал вертолет «Ансат». Теперь все участники создания машины, инженеры, сборщики и конструкторы работают в единой системе. И как только конструктор вводит изменения, он должен все эти изменения распространить на всю цепочку производства. А в данном случае, когда это все в бумаге, довольно тяжело сделать. А главное, затрачивает очень много времени. Сейчас это практически моментально происходит, что снижает ошибки, время. Просто революционный переворот полный, не только визуально, но и в головах. Поэтому здесь это гордость, можно сказать, республики. Как итог, повышение производительности труда и улучшение показателей. В этом помогает и национальный проект «Производительность труда», в котором КВЗ участвует с 2019 года. Его реализацию депутаты обсудили здесь же. Чтобы обеспечить рост экономики на уровне среднемирового темпа роста производительности труда, должны быть более где-то 4% в год. Мы только в самом начале пути стоим, очень много проблем, для нас это дело новое. И одна из первых основных проблем – это наличие специалистов соответствующих, то есть подготовка квалифицированных специалистов, которые везде, в каждой организации, на каждом предприятии все это будут разрабатывать и внедрять.
С 2021 года предприятия смогут воспользоваться первыми платформенными решениями цифровой экосистемы национального проекта. Получат помощь WorldSkills в осуществлении аудита рабочих мест и профессиональной переподготовки работников, а также смогут повысить их мотивацию и улучшить инфраструктуру повышения производительности труда в регионе благодаря новому направлению движения рационализаторов. Как отметили, в национальном проекте сегодня участвуют 110 предприятий республики. К 2024 году их планируют увеличить до 250. Рамиль Галиуллин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Туркменистан закупил у Казанского вертолетного завода 2 медицинских «Ансата». Винтокрылые машины уже доставили в эту страну. Вертолет осмотрел президент Туркменистана Курбангулы Бердымухамедов. «Ансаты» данной модификации предназначены для транспортировки больных в специализированные клиники. Вертолеты оснащены оборудованием, позволяющим оказывать врачебную помощь непосредственно на месте. Курбангулы Бердымухамедов поручил изучить возможность дальнейшей закупки подобной техники. Президент Туркменистана констатировал поступательное и плодотворное сотрудничество с Татарстаном, успешно встроенное в межгосударственный диалог с Россией. Сегодня жители пригородных поселков Вишневка и Привольная обсудили наболевшие вопросы напрямую с главой Советского района. Роман Фатхуддинов рассказал о перспективах строительства новой школы в Привольном, запуске автобусов для перевозки детей и как решается вопрос дорожной инфраструктуры. Наталья Мезина знает, что поменяется уже в этом году. Мы же готовы к диалогу. Встреча руководства района с жителями 3 поселков не первая. Каждый раз обсуждают новые вопросы. В основном они касаются строительства, инфраструктуры и хода работ. Я сейчас вам докладываю о том, на каком этапе это идет. Старшее поколение просит ускорить строительство местного ФАП. Как бабушкам ходить? Как им получать первый... Вот смотрите, по ФАПу давайте возьмем в разработку. Мы же не говорим о том, что это не нужно. Давайте с Министерством здравоохранения встретимся. Они никогда не отказывались от контакта. Второй вопрос – транспорт. Пока на выездах пробки. Мы являемся жителями Советского района, так? Так. Но мы не можем попасть в Советский район, у нас нет дороги в Советский район. В схеме развития генерального плана, если вы знаете, есть радиальная дорога, да, которая в будущем. Мы ее тоже очень ждем, поверьте мне. Сейчас прямая доступность идет через Приволжский, через участок Приволжского района. Но это не значит, что кто-то забыт. К частичному решению дорожной проблемы уже привел новый железобетонный мост. 35-метровый путь через реку Нокса в тестовом режиме запустили в ноябре. Теперь мост откроет дорогу автобусам. Нам очень помогла республика в этом вопросе. Мы построили мост, отсутствие которого мешало нам запустить сюда дорогу. В мае-июне мы запустим в итоговом режиме, и фактически автобусы здесь будут. Еще один из наболевших вопросов жителей – это отсутствие освещения. Вот этот поворот делит новую и старую Вишневку на 2 части. Только если дорога в новый поселок освещена хотя бы отчасти, то свет в старую Вишневку отрезан уже с самого начала пути. Этот вопрос сейчас находится на особом контроле. Также глава Советского района сообщил, новую школу планируют построить на улице Фиалковая. Проект проходит стадию согласования. В начале марта жители попросили о помощи Рустама Миниханова, и их просьбы были услышаны. Советский район, они идут прямо нам навстречу, они действительно встречаются, они действительно, я даже удивлена и поражена, наверное, что у нас таким образом они идут навстречу. Мы заявляем свои требования, мы какие-то совместные решения прорабатываем. Следующая встреча жителей поселков планируется через 2 недели, 23 апреля. Я услышал ваш вопрос, мы его возьмем. Договорились? Наталья Мизна, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Татарстанцы активно бронируют поездки в Турцию на майские праздники, однако Роспотребнадзор не рекомендует в ближайшее время туда выезжать. В этой стране, согласно статистике, рост заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила на пресс-конференции Любовь Авдонина. По ее словам, есть случаи завоза ковид в Россию из Турции и Арабских Эмиратов. Границы с этими странами открыты и находятся на контроле российского оперштаба. В Турции на сегодня циркулирует британский штамм, и есть исследования ученых о том, что данный штамм, он характеризуется большой контагиозностью, то есть на одного заболевшего приходится порядка 100 контактов. Под 100 тысяч рублей за полгода отопления. Коммунальный ад Новоселов Большого Кукмара. Все подробности читайте в интернет-газете «Реальное время».
Татарстан и Ирак готовы к совместным нефтегазовым проектам. Сегодня будущее сотрудничество Рустам Минниханов обсудил с министром нефти Ирака Ихсаном Исмаилом. Встреча прошла в Казанском Кремле. Президент Татарстана подчеркнул, ряд наших предприятий имеют богатый опыт работы в Ираке. Так, компания «Татнефть» 22 года назад открыла представительство в арабском государстве и выступала в качестве подрядчика по бурению нескольких скважин. «Татнефть» и сегодня готова продолжить работу в Ираке. Эффективной площадкой для экономического взаимодействия России и мусульманского мира стали группа стратегического видения «Россия. Исламский мир» и экономический форум «Казан-саммит». В этом году форум планируется провести в конце июля. В целом мы заинтересованы в расширении экспортных поставок в Ирак, нефтехимической, машиностроительной продукции. Также мы производим суда. У нас есть судостроение, автомобильные шины, компрессоры, фармакология. Я думаю, что мы могли очень серьезно посмотреть нашу совместную работу по поставкам сельскохозяйственной продукции. Участники праймериз «Единой России» продолжают встречаться с жителями республики. На этот раз они прошли в Казани, Челнах, Арске и Черемшане. Кандидаты в кандидаты презентовали себя, свои идеи, ответили на вопросы жителей. Предложения населения лягут в основу предвыборной народной программы «Единой России», которую уже начали формировать. О чем просят татарстанцы, расскажет Лина Зинатуллина. Самое главное, конечно, это прием населения. Я закреплен был эти 5 лет за Советским районом. Работал с вашими земляками. Первый по алфавиту действующий депутат Госдумы Мурат Гадыльшин родился и вырос в Казани, был первым замглавы администрации столицы, возглавлял комитет по бюджету Госсовета Республики. Большой опыт и в работе с молодежью, от нее и вопрос. Какими вы нас представляете? Можете ли вы понять наши проблемы, увидеть их, решить? Скажу так, мы должны под вас подстраиваться. Мы должны на мир смотреть вашими глазами, потому что, как говорят китайцы, не смотри назад, там ничего не изменилось. Президент Федерации карате Алексей Кокурин, эксперт УНФ по демографии, занимается популяризацией спорта, работает с детьми. Впервые себя пробует в политике. Мое решение участвовать в процедуре предварительного голосования обусловлено моей активной жизненной позицией. Я считаю, что нужно не только говорить о проблемах в нашей жизни, но и вносить свой вклад в изменение нашей жизни, изменение ее качества. Еще один кандидат в кандидаты, депутат Госсовета Республики Марат Нуриев, начал трудиться слесарем и теперь возглавляет крупнейшую управляющую компанию. Вопрос именно поселков, расположенных в черте нашего города. Скажите, пожалуйста, как решаются вопросы нехватки детских садов, школ? Вообще, когда застраиваются новые комплексы, я если получится быть депутатом Государственной Думы, включил бы в законодательном уровне данную нагрузку нести застройщикам. Потому что действительно, когда комплекс идет застройки, строитель строит только жилые дома на продажу, а вот эта проблема, о чем вы говорите, они остаются за городом, за республикой. Что, по вашему мнению, должно сделать государство, чтобы оказать поддержку малому бизнесу? Проблемой бизнеса на законодательном уровне планирует решать предприниматель Алексей Конов. И ИП, и самозанятые не являются юридическими лицами. То есть, если долги у физлица, то банк имеет право списать со счета ИП денежные средства, которые у него имеются. И ничего этого не докажешь. Одновременно встреча шла в Челнинском ДК «КамАЗ», где с жителями общался Марат Бариев, депутат нынешнего созыва Госдумы. Наша позиция после 4 года постройки – 37 лет не было капитального ремонта. Будем ставить этот вопрос. Я думаю, что мы еще как действующие депутаты Софьи Гумаровны сейчас можем уже какие-то работы провести, информацию какую-то в соответствующих ведомствах запустить и собрать. Молодое поколение кандидатов в кандидаты здесь представил гендиректор инжиниринговой компании. Он говорил о необходимости ротации кадров в политике. На множестве своего пыла, страсти, неподдельному интересу ко всему новому, амбициям и энергии в коллаборации с опытом старшего поколения, который нельзя недооценивать, можно достичь высоких результатов во многих сферах. И таким опытом поделился еще один кандидат, мэр Нижнекамска Айдар Медшин. Наши подрастающие дети не рвутся уезжать в большие города. Как в Нижнекамске решается эта непростая и интересная задача? Очень надеемся, что в Набережных Челнах будет создан этот федеральный центр образовательный, так же, как и мы работаем над тем, чтобы такой научно-образовательный центр, который бы
создавал условия и для науки, и для образования, и для наших промышленных предприятий, и самое главное для нашей молодежи, чтобы они заинтересованно занимались бы здесь и не уезжали никуда. Отдельная тема диалогов с жителями – президентская программа «Наш двор» и развитие общественных пространств. Обсуждают, как сделать лучше парки и дворы. Такие встречи пройдут почти в каждом районе республики. А с 24 по 30 мая состоится голосование за кандидатов. Лена Занатульна, Александр Лобанов, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Казань, Набережные Челны. И еще 11 новых участников зарегистрировались сегодня на заседании регионального оргкомитета «Праймерис Единой России». Их количество достигло 54 человек, среди которых действующие депутаты Госдумы, главы районов, волонтеры, активисты общественных организаций, бизнесмены и студенты. Напомним, из их числа жители республики в ходе предварительного голосования выберут кандидатов для участия в осенних выборах в Госдуму. Татарский язык в IT-технологиях, подготовка специалистов в области языкознания и контроль за информационными табличками на 2 языках. Функциональное использование родного языка сегодня обсуждали на заседании комиссии при президенте по вопросам сохранения татарского языка под руководством Марата Ахметова. Машинный переводчик «Татсофт», электронные словари, обучающая система «Татар онлайн». Это разработки Института прикладной семиотики Академии наук Республики. Здесь татарский язык внедряют в IT-технологии. Вот Марат Ахметов тестирует систему перевода с татарского на русский. Вроде бы простое предложение. Я сегодня съездил в деревню Хасан-Шаих. Автоматический переводчик перевел на русский, как «Я сегодня приехал в деревню Хасан-Шаих». Марат Ахметов подчеркнул, приехал и съездил, значение слов разные, и посоветовал усовершенствовать систему. Система может ошибаться, но когда вы готовите перевод, нужно советоваться со специалистами, которые в совершенстве владеют татарским языком. Функциональное использование татарского языка – тема обсуждения на очередном заседании комиссии. Как расширить его внедрение в IT-технологии, как решить проблему нехватки специалистов в области языкознания. Мы сейчас работаем, чтобы было больше желающих идти на педагогическую специальность в вузы. На педагогов татарского языка очень мало поступающих. Это очень плохо. У нас в КФУ для обучения специалистов билингвов и полилингвалов много возможностей. Нужно работать совместно, чтобы привлечь студентов. Много вопросов до сих пор и к информационным табличкам. Если на госучреждениях еще можно встретить их на 2 языках, то с частниками проблемы. Если есть надписи, то перевод с ошибками. Есть закон о языках, есть программа, есть несколько постановлений правительства. То есть вот этот механизм начал вырабатываться в республике, но сегодня она явно недостаточна. То есть по всем направлениям мы должны работать. Если мы выезжаем в районы города республики, мы видим, что оно недостаточно работает. Развивать и сохранять родные языки необходимо совместными усилиями, уверены члены комиссии. Сохранение и изучение родных языков – это вопросы совместного ведения и республики, и федерального центра. И когда кивать друг на друга, значит, наверное, не очень-то правильно, нужно идти друг на друга навстречу. И наша задача, чтобы вот эти шаги были сделаны быстрее. Задач много. Нужно продолжить работу по включению учебников на татарском языке в федеральный реестр. Еще одно предложение – вывести олимпиады по родным языкам на всероссийский уровень. И чтобы победители могли поступить в вузы страны без экзаменов. Вероника Гайнудинова, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань. Лапша, кулама и пельмени для жениха. Именно эти блюда стали основными в международном кулинарном конкурсе имени Юнуса Ахметзянова. Его легендарная книга, которая вышла в свет в 1959 году, стала настольной для многих женщин Татарстана. О вкусных традициях Алия Хайрудинова. Я снял свое колечко, чтобы показать то, что реально лепятся жениха пельмени. То есть здесь все идеально подходит. Это и есть те самые пельмени из книги Юнуса Ахметзянова. Так их проверял и сам маэстро кулинарии. Сегодня блюда готовили юниоры. Студент торгово-экономического техникума Азалия Салаватуллина осваивала эту технику целый год. Говорит, своему жениху будет готовить такие же. Первоначально было тяжело, потом приловчилась, так сказать.
Сейчас все на автомате. Идеальная нарезка, однородное тесто – это на самом деле тот спектр, та техника, которая представлена в книжке. В меню вкусных заданий лапша для супа, бишбармак, куллама. Все блюда в своей книге описал Юнус Ахмедзянов. Великий повар по крупицам собирал рецепты, общаясь со сторожилами глубинки Татарстана. Знаменитую татарскую лапшу линейкой измерял. Эта традиция живет до сих пор. Деталей очень много. Это начиная от внешнего вида, начиная от организации рабочего места. Как крутят, с чем крутят, наличие каких-то атрибутов, а их вообще не должно быть. Казань заслужила звание лучшей гастрономической столицы России. Так и конкурс перешагнул традиционные кулинарные границы. И тут даже всем известный шпишмак можно было увидеть в новом формате – из яблок и кураги. Михаил Павлов родом из Чувашии, работает в казанском ресторане. Сегодня на суд жюри, от него пышки. Живое тесто и вкусный торт. А где берете вкусный торт? Сами делаем. Рецепты, которые готовили еще в 18 или 17 веке, они, естественно, модернизируются и, допустим, можно приготовить и подать именно в европейской подаче. Помимо кулинарного конкурса, традиционная гастрономическая экспозиция. В этом году она посвящена Году родных языков и народного единства. К примеру, можно увидеть расписные пряники. Здесь и русские узоры, башкирские, украинские, татарские. Впечатляют и сами блюда. Анастасия, сколько времени потратили на его приготовление? Здравствуйте, у меня ушло 2 вечера вместе с моим руководителем. А что самое главное здесь? Конечно же, это белый голубь. Он символ мира на всей планете. Для гостей здесь предусмотрены мастер-классы. Фестиваль работает на Казанской ярмарке. Еще можно увидеть, как готовятся ахмедзяновские блюда. Алия Хайрудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Всего вам доброго. До встречи. В студии София Егорова. Здравствуйте. Прохладный и дождливый атмосферный фронт немного похозяйничает в наших краях. Подробности совсем скоро. Не откладывайте заказ вашей новой кухни. Закажите ее в рассрочку в Данил Мастер. Только до конца апреля доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект кухни в день обращения. Звоните 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, Бугульме, Баблах и Азнакаево. Ночью без осадков, а днем прольются дожди, местами сильные. Однако потеплеет до плюс 14. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге в дневное время прогнозируются осадки. Днем плюс 9-10 градусов. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше облачно, днем дождливо. Местами станет теплее. В Арске, Кукмаре и Балтаси прохладно и пасмурно. Пройдут дожди, днем до плюс 4. Не обойдется без осадков в дневное время в Болгаре, Дрожжином и Буинске. Будет прохладно, плюс 3-4 градуса. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше пока прохладно, днем дождь. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Мы беремся восстановить сустав даже на стадии некроза. Без операции, с помощью одного укола. Прямо сейчас запишитесь на прием в «Доктор Ост» за полцены. Вздувшиеся вены, отеки, тяжесть в ногах – это признак варикоза. Образование тромбов – его грозное осложнение. Но решение есть. В клинике варикоза нет на Достоевского акция. Консультация флеболога и УЗИ вен со скидкой 50%. 212 20 40. Лечим варикоз быстро, без боли, без операции. Клиника лазерной хирургии варикоза нет на Достоевского 40 в Казани. В Казани облачная погода сохранится. Ночью без осадков, около 2 тепла. Днем дожди, местами сильные и около плюс 4. Ветер северо-восточный умеренный. Атмосферное давление 761 мм ртутного столба. Влажность воздуха 89%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. До свидания.